Как раз можно начинать. Добрый день, коллеги. Сегодня я провожу очередное собрание Республиканского методического объединения предметной области искусства. Заканчивается учебный год, и, собственно, мы должны с вами подвести итоги работы Республиканского методического объединения в течение этого года. И, собственно, наши вопросы, они посвящены как раз отчетам и, собственно, информационной поддержкой, которой мне хочется с вами поделиться в рамках РМО. Сегодня председательствую и веду собрание одна, потому что Наталья Александровна не может, сейчас идет период экзаменов, ЕГЭ, ГИА, и, собственно, большинство из вас, собственно, не может принять участие в очных собраниях, поэтому я надеюсь, что это собрание вы можете посмотреть и в записи, и мне очень важно все-таки ваше мнение по результатам работы РМО, какое-то мнение, отзывы, контакты, чтобы была все-таки обратная связь. Повестка собрания, вот она здесь сейчас у вас видна. Это первое, это подведение итогов года РМО предметной области искусства. Второе – это информация о характере обсуждения предметных результатов ИГОС по изобразительному искусству начального основного образования и основного общего образования на сайте платформы преобразования. Третий вопрос. Об организации не республиканской, извините, уже мы обсуждали, всероссийской конференции с рабочим названием «Перспективы и актуальные проблемы художественного образования», которая планируется на 8-9 ноября 2019 года. Собственно, было первое заседание оргкомитета, и обсуждаются детали организации этой конференции. И я сегодня проведу некий анонс этой конференции, чтобы вы, собственно, на летний период могли уже начать подготовку и работу, собственно, к этой конференции. Четвертый вопрос. Информация по итогам республиканского этапа всероссийского изобразительного диктанта. Я буду подводить итоги собственной экспертизы. То, что сейчас проводит Союз педагогов-художников по проведению итогов это всероссийской акции, только недавно, только в понедельник прошло собрание, в котором должны были быть озвучены итоги, окончательные итоги проведенного всероссийского изобразительного диктанта. Я думаю, что в скором времени и до нас информация дойдет, пока ее нету. Но я здесь проведу некую аналитическую оценку тем работам, которые приняли участие, детским работам, которые приняли участие в всероссийском диктанте. Я думаю, что эта информация будет для вас полезна при организации своей дальнейшей работы. И последний вопрос, который мы поднимаем практически на каждом собрании, это экспертная активность членов РМО и участников РМО на страницах сообщества. То есть сообщество есть, а публикации мы в ней делаем, только, к сожалению, пока мы не получаем обратной связи. То есть не по опубликованным материалам мы не видим ваших комментариев, мы не видим ваших мнений, мы не видим вашего представления, профессионального опыта в этом контексте. И мне бы хотелось, чтобы все-таки этот вопрос все-таки у нас сдвинулся с мертвой точки. И призываю в организации экспертной активности, это все-таки муниципальные методические объединения и школьные методические объединения, чтобы вы, собственно, начали каким-то образом там позиционировать. Вот такая повестка. Вопросов много, информации много, и я думаю, что собрание будет, я постараюсь как можно быстрее все это осветить. Если будут вопросы, собственно, можно будет потом задать эти вопросы по электронной почте для уточнения, или можно будет мне позвонить лично и, собственно, со мной переговорить на те или иные вопросы. Итак, первый вопрос – это подведение итогов года работы Республиканского методического объединения предметной области искусства. И я должна сказать, что первое – это проведение собраний. Было проведено 3 собрания, сегодня идет 4-е собрание. Здесь все они представлены на слайде.
И, собственно, чем хорошо, что очень прозрачно. Если посмотреть собрание в сентябре и по сегодняшнему моему отчету, вы увидите, что то, что я анонсировала в сентябре прошлого года, то, что мы должны были провести, оно было проведено, и результаты сейчас будут, собственно, представлены. И, возможно, значит, интересные были мероприятия. Спасибо поддержке, компьютерной поддержке института и нашим ребятам, которые помогли нам в этом году как можно шире предоставить официальное открытие выставки педагогов-художников. Это была трансляция. И если вы обратите внимание по количеству циферки, вот циферки стоят у меня по количеству участников, то вот в первом собрании у меня приняло 24 участника, а в открытии 51 участник. При обсуждении предметной концепции, принятой в декабре 2018 года, уже принимало участие 54 человека. И сегодняшнее собрание, думаю, мы тоже будем узнать, сколько у нас приняло человек участие. Сегодня в рамках собрания приглашены и виртуально принимают участие организаторы Всероссийской научно-практической конференции. И я думаю, что я их пригласила с целью для того, чтобы они посмотрели, чем занимается Республиканское методическое объединение и какую работу она проводит, и почему, собственно, была заявлена эта конференция, необходимость этой конференции, что она идет в рамках, в общем-то, работы Республиканской методической площадки. Значит, по отчету методические мероприятия. Значит, с 4 октября 2018 года в рамках образовательного форума Республики Коми «Образование, государство, общество» на базе института была проведена демонстрационно-дискуссионная площадка «Методический коворкинг». 18 ноября в городе Емва в школе искусств проходил конкурс, творческий конкурс, и в рамках этого конкурса было проведено методическое мероприятие, это мастер-класс «Осенний пейзаж. Методы и приемы активизации творческой активности обучающихся». Третье – это большое крупное мероприятие в рамках педагогического вернисажа, это Крещенский фестиваль. Было проведено 4 мастер-класса, причем эти мастер-классы транслировались, и здесь мы видим циферки, это количество участников этих мастер-классов. Здесь не представлены, в цифрах не представлены очные участники, то есть на каждом мастер-классе были очные участники, а здесь поставлены цифры заочных участников. Вот 36 15 января, 25 16 января, 17 42 и 18 36, плюс еще где-то человек 8-9 принимали в реальной, помогали, в общем-то, мастеру проводить это мероприятие. Помимо этого, значит, в рамках Крещенского фестиваля в течение года было проведено несколько мастер-классов. Вот 24 сентября 2018 года в рамках открытия персональной выставки Елена Владимировна Фастунова провела свой мастер-класс по композиции, по методам организации композиционной работы. 11 декабря и 18 декабря в рамках персональной выставки я провела 2 мастер-класса, видеозаписи которых имеются в социальной сети ВКонтакте в группе «Педагогический вернисаж». 26 февраля Ирина Алексеевна Камашева, преподаватель Сосногорской школы искусств, провела мастер-класс для участников конференции, юбилейной конференции Института развития образований. И также в рамках конференции, юбилейной конференции, Юлия Юрьевна Потеряхина также 28-го провела мастер-класс для участников этой конференции. 5-й материал – это методический семинар, он был очный, поэтому этот семинар не транслировался. Методический семинар проводился в форме консультаций, и тема этого семинара – это подготовка методических материалов к публикации. Приняло участие 16 человек, многие сейчас материалы дорабатывают по результатам методического семинара. Были представители самых разнообразных учреждений, школ искусств и общеобразовательных школ, и центров дополнительного образования.
Собственно, вопрос остался, скажу, что в рамках методического семинара педагоги поднимали вопрос, что такая работа необходима, что такой семинар нужно провести еще один раз. Не один раз, надо сказать. Далее, в рамках в сообществе, на сайте нашего сообщества, вы знаете, что после проведенной экспертизы я публикую методические материалы наших педагогов. То есть наша копилка, она пополнилась 17 материалами в течение этого года. Я очень рада активности тех, кто в этом году представлял материалы, и сейчас этот материалы, они находятся в сообществе, на страничке сообщества в методической копилке, который можно посмотреть, которым материалом можно воспользоваться, и, собственно, по аналогии, потому что они являются для вас некими образцами, на основе аналога вы можете создавать свои авторские материалы и, в общем-то, предлагать их публикации. Что еще должна? Вот в этом году вышла электронная публикация на сайте КРИРО, которую я запланировала уже в 2016 году. Это результат работы конкурса «Педагогический вернисаж», в рамках которого мы впервые провели тогда фестиваль мастер-классов. Собственно, работа была достаточно долгая, в течение года почти 1,5 года мы готовили эту публикацию. И на сегодняшний день эта публикация тоже вам может быть полезна, потому что она является пособием, она содержит методические рекомендации экспертов всероссийского уровня, как можно подготовить методический материал, то есть собран материал для вашей работы, и даны образцы, примеры именно опубликованных мастер-классов, которые были проведены в 2016-2017 году на очных этапах фестивальных мероприятий. То есть этим пособием можно пользоваться, он в открытом доступе находится. Материалы, здесь я даю ссылку, а материалы можно найти в ресурсах на основном сайте Института развития образования, ресурсы и электронные ресурсы, вы это пособие можете найти и для себя скачать. Что можно сказать об итогах работы площадки в рамках форума, которую вела Наталья Александровна Чичкарева? Она мне представила материалы по работе площадки, к сожалению, только сейчас, но просмотрев эти материалы, я должна все-таки с этими материалами вас познакомить, потому что обсуждение было очень хорошим и очень продуктивным. И обсуждение вывело вопросы, по которым, собственно, наше методическое объединение может работать. То есть представило нам направления, в которых есть необходимость пополнять методические и создавать методические рекомендации и разрабатывать семинары, тематические семинары и практические короткие курсы. Что я могу сказать? Значит, этот коворкинг проходил 4 октября 2018 года, и вот результаты, они связаны в первую очередь, вот я обращаюсь к слайду прошлого собрания, где мы обсуждали предметную концепцию, которая уже принята к нам на вооружение. И, собственно, здесь вот жирным выделены компоненты, на которые уже в концепции даются ориентиры. Это практикоориентированный характер обучения, повышение значений специальных культурологических, психолого-педагогических курсов, совершенствование системы высшего образования по педагогическому профилю, оптимизация системы оценки качества работы учителей предметной области искусства, развитие системы олимпиады, конкурсов в направлении художественно-творческого развития обучающихся. И фестиваль мероприятий направлено на повышение педагогического мастерства педагогических работников предметной области искусства. Вот мне легко говорить предметной области искусства, хотя она относится к общеобразовательной школе.
И иногда, возможно, что я могу услышать реплику по поводу того, что вот мы же являемся преподаватели СУЗа, преподаватели вуза, мы являемся педагогами доп. Образования в области художественной направленности, мы являемся, скажем, преподавателями детских школ искусств и так далее. Мне просто легче так позиционировать, потому что я вас не делю. Для меня вы такие же педагоги, вы занимаетесь искусством, вы развиваете искусство, и поэтому мне так легче говорить. Поэтому вы поймите меня, если я начну перечислять все области, в которых работает педагог художественного образования, то есть, собственно, времени не хватит. И то, что в концепции написано, это обеспечение преподавания предметной области искусства должно осуществляться специалистами этого уровня. Это касается и музыкантов, это касается художников, это касается хореографов, это касается танцоров, это касается фотографов, дизайнеров и так далее. То есть в программах дополнительного предпрофессионального, профессионального образования, в реализации именно программ должны работать специалисты. И то же самое должны в школах, общеобразовательных школах работать специалисты, получившие специальное художественное образование. Теперь по поводу самой площадки. Материала очень много, я, может быть, на всех не буду останавливаться. Это обсуждение происходило, я уже сказала, что 4 октября. Я скажу, что высказано было на уровне Республиканского методического объединения, на уровне муниципальных методических объединений здесь в таблице вы материал можете увидеть, и на уровне школьных методических объединений вы тоже можете увидеть. Я все-таки скажу, что высказали учителя, которые были в рамках этого методического коворкинга. Было около 12 человек, принимавших участие именно в области, предметной области искусства. Значит, первая область — проблемы мотивационного характера. Было указано, что идет несоответствие форм привлечения учащихся к художественному и музыкальному искусству в современном обществе. И очень остро стоит вопрос о том, что предметная область искусства выполняет вспомогательную, второстепенную роль в образовательных процессах общеобразовательных школ. Острый вопрос достаточно, и вот было предложено подготовку предложений и методических рекомендаций по адаптации современных педагогических технологий к специальным методикам, способствующих обучению и приобщению учащихся к предметной области искусства. Второй – это методическое объединение, наше методическое объединение должно способствовать профессиональному объединению педагогических кадров, рассматриваем художественное образование, и изучение возможностей образовательных и культурных организаций, общественных организаций, возможности средств массовой информации для формирования единой многоуровневой научно-методической и культурно-эстетической среды. То есть, собственно, мы сейчас вернемся еще к этому вопросу. Предложение способствования профессиональному объединению педагогических кадров и формированию единой многоуровневой научно-методической и культурно-эстетической среды. Это касается нашего вопроса сегодня, который мы осветим в рамках анонса конференции. Кадровые вопросы. Здесь отсутствие профессиональной подготовки абитуриентов, желающих обучаться по направлению педагогическое образование, специализации учитель музыки, учитель изобразительного искусства и педагог дополнительного образования конкретно. Но с педагогом дополнительного образования здесь есть программа переподготовки, которую реализует у нас Институт развития образования. А вот вопрос открытия специализации учителя музыки, учитель изобразительного искусства, в кулуарах эти вопросы обсуждаются. В общем-то, это является прерогативой нашего специального профессионального образования и высшего профессионального образования. Я думаю, что они должны как-то ориентироваться по потребностям организации вот этих направлений. И на сегодняшний день я могу сказать, что в прошлом собрании
Я приводила аналитику по 2018 году обеспеченности кадрами по специальностям учитель ИЗО и учитель музыки. И вы помните те цифры, что из 36 школ республики у нас обеспеченность кадрами, она осуществляется почти в половину. То есть у нас нету половины учителей, реализующих это направление. Это касается как и учителей музыки, так и учителей изобразительного искусства. Поэтому наше республиканское методическое объединение, конечно, может содействовать повышению профессионального уровня учителей области, оказывать методическую помощь, методические консультирования. Дано предложение путем организации профориентационной работы со школами искусств, с детскими музыкальными школами, с художественными школами. Собственно, сегодня тоже в анонсе прозвучит, что такие рекомендации мы стараемся выполнять, и, в общем-то, такую работу мы проводим. С целью повышения уровня профессионализма учителей области искусства организовать курсы педагогического мастерства, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя. Те же самые мастер-классы, которых я назвала, они тоже являются специализированными, где даются методики, технологии проведения занятий и даже конкретные технологии для конкретного занятия. Если, собственно, присутствовать и брать во внимание те мастер-классы, которые мы сегодня активно стали выставлять в методических площадках Республиканского методического объединения, то это как раз и решение этого вопроса. Далее. С методического характера отсутствие преемственности между уроками и внеурочной деятельностью, это вопрос основной школы. И здесь же поднимается вопрос о неэффективной материально-технической базе для реализации внеурочных курсов этих направлений. Но если, допустим, детские художественные школы, детские студии, музыкальные школы, они более-менее имеют какое-то материально-техническое обеспечение в этих направлениях, то в школах, собственно, этот вопрос как был 20-30 лет назад, так и сейчас не решенный, в силу того, что даже сегодня еще очень много встречается, что уроки изобразительного искусства и уроки музыки не обеспечены материально-технической поддержкой. Хотя это написано в ФГОС. И в реализации ФГОС написано жестко, что предмет должен быть обеспечен материально-технической базой для тех предметных результатов, которые они в себе прописывают. Тут коллеги отражают такой вопрос, как перегруженность школ, отсутствие кабинетов, и я с ними соглашусь, потому что сегодня, когда я хожу, встречаюсь с коллегами, я вижу, что многие учителя, как 40 лет назад, бегают из класса в класс и проводят уроки изобразительного искусства. Наверное, администрации школы не понимают, насколько сложен материально сам процесс подготовки к уроку, сколько нам нужно принести и воду, и краски, и палитры, и нужно обеспечить чистоту в классе, и нужно, чтобы технический и рабочий стол ученика был в соответствии с требованиями. Поэтому, когда в расписании эти предметы ставятся в разных кабинетах, я понимаю, насколько это бывает невыносимые условия проведения этих уроков. И вполне с этим соглашаюсь. Я хочу, чтобы администрация школы меня сегодня услышала. Перегруженность учителя предметной области искусства. Я знаю, что перегруженность, она связана не только у предметной области искусства, перегруженность сейчас у всех учителей. Мы должны еще учитывать, что, в общем-то, у учителей предметной области нету ни ВКРов, ни ГИА и так далее. То есть это бы усилило бы еще, в общем-то, вашу проблематику перегруженности. Но, тем не менее, в общем-то, ее надо учитывать. То есть перегрузка, она ведет к тому, что наступает период профессионального выгорания, и это профессиональное выгорание, она приводит опять к минусовым результатам реализации предметных составляющих наших предметов. Также методически это проведение уроков музыки не специалистами очень много, и должна заверить вам, что
в общем-то, когда провожу экспертную работу по аттестационным портфолиям, вижу, что учитель не имеет специального образования, но ведет эту дисциплину. И такое бывает. Конечно, он потом дополнительно проходит курсы переподготовки. Он, в общем-то, официально по документам он является, то есть он может преподавать эту дисциплину, но согласитесь, если человек этим не занимается, то и качество учебного процесса, собственно, он тоже может оказаться не в плюсе, а только в минусе. Поэтому, конечно, хочется, чтобы эти предметы вели специалисты. И об этом говорится и в предметной концепции, и об этом мы всегда говорим. То есть одно дело ведет человек, который умеет, владеет технологией, исполнительской технологией по музыке, исполнительской технологии по изобразительному искусству. Или, допустим, человек, который никогда в руках кисти и музыкальный инструмент не держал. Большая разница. А имиджевая составляющая учителя здесь только усиливается. И ученик, он очень адекватен в оценке работы учителя, и либо он тебе доверяет, либо он тебе не доверяет. У меня был такой случай, рассказывала учительница из НТ, она сказала, когда она пришла на урок к ученикам 5 класса, начала вести уроки изобразительного искусства, дети спросили: а вы что, еще и рисовать умеете? То есть это был для нее парадокс, что дети привыкли к тому, что учитель не умеет рисовать. Это ненормально. Отсутствие методической помощи непосредственно в организации или со стороны муниципального управления образования. Да, в нашей республике есть такие муниципальные управления образования, где работают 2-3 человека, которые не могут охватить, собственно, все области предметного содержания. У нас более 22 предметов обучения. Понятно, что помощь методическую может оказать Республиканское методическое объединение, и форму оказания методической помощи она сохраняется. Я уже говорила об этом не один раз, о том, что можно присылать ваши авторские разработки для получения профессиональной оценки, экспертизы. И их можно доработать, их можно опубликовать, их можно обсудить, и можно получить компетентные отзывы и компетентные отметки, и можно их дорабатывать. Поэтому форма открыта, и помощь оказывается, и никто не отказывает в помощи по доработке этих материалов. Поэтому здесь нужно проявлять вашу собственную активность, желание что-то сделать для себя, каким-то образом себя пропиарить, пропозиционировать, попытаться поучиться, научиться, доучиться, и тогда, собственно, вот эта методическая поддержка вам может быть оказана, потому что те люди, которые ко мне подходят, они получают эту методическую помощь, и пока вот я одна это делаю в институте, но я думаю, что я могу и направить к человеку, которому бы какую-то помощь оказать в этом разделе. Там и с точки зрения музыки, и с точки зрения хореографии можно найти специалиста, который окажет необходимую поддержку. И поэтому, конечно, стоит эта проблема, она стоит, но она по ходу дела все-таки решается не так много, не так быстро и не в большом количестве, но надо учитывать, что область учителей этой нашей, она не такая уже и обширная. То есть, собственно, опять же, зависит от вашего желания, хотите вы ее получить или не хотите получить. И настаивайте на том, что к вам специалист приедет, или вы остаете это все так, как и есть. То есть в какой-то степени нужно вам работать с администрацией ваших образовательных организаций, чтобы по отдельным вопросам мог приехать специалист и на месте проконсультировать, собственно, вас и провести какие-то короткие курсы, короткое обучение по конкретной тематике. Ну и дистанционные курсы, вот написано, что дистанционные курсы, которые имеются, они не соответствуют спецификам преподавания в области искусства. Но не полностью соглашусь с этим, потому что сама сейчас только что прошла дистанционный курс в рамках сообщества международного сообщества педагог-художник. Курс полезный, нужный, всем бы его рекомендовала пройти, потому что
Если вы владеете экспертизой детской работы, это для вас просто доказывает о том, что вы этим занимаетесь правильно. Если вы не владеете, то вы этому обучаетесь. Поэтому он идет на московской платформе, модуль, и если вам нужна информация, собственно, можно ее опубликовать, или она имеется на сайте Международного союза педагогов-художников. Они эти курсы стараются проводить почаще, поэтому вы можете воспользоваться этой ситуацией. И предложение. Ну вот тут как раз и пишется, что организация и проведение кратковременных тематических курсов, специализированных курсов возможно по заявке. Если заявка есть, естественно, мы их будем готовить. Особенности использования информационно-компьютерных технологий на уроках искусства тоже возможно, опять же по заявке. Разработку можно сделать, и вопросы вот этих вебинаров можно организовать и провести в следующем году. Оказывать методическую помощь в подготовке материалов к публикации. Оказываем, стараемся по возможности проводить мероприятия такого уровня, и по итогам этого года я уже сказала, что такое мероприятие было проведено. Следующее – это содержательные компоненты. Опять же, на содержательные – это организация семинаров для учителей предметной области искусства по теме создания творческих мастерских и формирования материально-технических условий. Все возможно, желание есть. Если есть желание, есть заявка, то такие курсы будут разрабатываться. Значит, следующее. Здесь я очень коротко пройду, потому что итоги педагогического вернисажа я уже подводила на предыдущем собрании, поэтому мне не хочется так плотно останавливаться на итогах конкурса фестиваля. Собственно, этот слайд я показываю для тех, кто впервые присутствует на наших собраниях, которой никогда не было. Я должна вам сказать, что в этом году прошло крупное событие, которое мы начали в сентябре 2018 года, закончили в феврале 2019 года. В рамках этого мероприятия вы видите все события, которые прошли. Это и виртуальная выставка, и реальная выставка работ педагогов-художников. Были концерты, творческие выступления. Организовано было методический фестиваль, Крещенский фестиваль. Направления педагогического вернисажа представлены здесь 3 направления: изобразительно-декоративно-прикладное творчество и дизайн, музыкальное творчество и методическое творчество, то есть варианты участия любое. Ограничений нет, потому что в рамках фестиваля может принять участие не только профессиональный художник-педагог, но и любой работник образования, который имеет желание показать, что у него есть творческие посылы, и он чем-то творчески занимается. То есть это тоже показывает некую имиджевую составляющую учителя. То есть в этом фестивале могут принимать участие абсолютно любые работники образования. Вот здесь цифры указаны, то есть, в общем-то, по результатам, я думаю, что обратная связь точечно она ко мне приходит по тем мероприятиям. Оно позиционирует на сайте. У нас есть, вот вы видите, здесь ссылки даю. Это ссылки на открытое образование Республики Коми, где я, в общем-то, информационное пространство стараюсь поддерживать. И сайт педвернисаж, где можно увидеть участников, работы и результаты. Все представлены странички результатов, то есть можно увидеть все, что проводилось в течение этих 9 месяцев институтом, то есть Республиканским методическим объединением. Ну вот здесь очень кратко тоже опять мы даем ссылки на трансляцию те мероприятия, которые проводились. То есть очень хорошая, в общем-то, методическая форма общения. Вот не хватает только вот обратной связи, о которой мне хочется, собственно, говорить постоянно. И хочется, чтобы вы каким-то образом начали откликаться на те мероприятия, которые мы вам готовим и которые мы для вас проводим. У меня исчезла презентация. У меня исчезла куда-то презентация. А вот она. Открываю. Какой у меня слайд идет? Сейчас я открою слайд. Так, вот.
показ слайдов с текущего. Не открывается у меня страничка. Что-то случилось. Сейчас, секундочку, подождите, техническая у нас немножко заминка по отчету. Вы не там посмотрите. Да? Тут столько вкладок и... все идет. Ага, спасибо, все наладилось. В рамках отчета, кроме методических мероприятий, которые я сейчас прокомментировала, в течение года было проведено много и творческих мероприятий. Отчасти это были мероприятия педагогического вернисажа, а отчасти это мероприятия, которые отдельно готовились, и, собственно, они работали в течение этого года. Значит, выставки в институте у нас проводятся. У нас теперь появилась площадка. Она неплохая площадка, 3 точки, где мы можем проводить выставки. И начиная с мая по декабрь 2018 года у нас прошли 3 выставки. «Между двух рек» – это персональная выставка Юлии Григорьевой, преподаватель детской школы искусств города Емва. «Родом из детства» – персональная выставка Елены Хвостуновой, она проходила май-декабрь 2018 года. И «Свет и блик» – персональная выставка Николая Мозымова, она была с августа по декабрь 2018 года. Значит, кроме этого, в Доме дружбы народов Республики Коми Республиканское методическое объединение организовало выставку участников республиканского этапа международного детского творческого конкурса «Красота Божьего мира». То есть мы вывели эту площадку, в общем-то, на суд жителей города Сыктывкара, потому что это все-таки детская творческая выставка, и нам бы хотелось, чтобы ее просмотрел как можно больше представителей родительской общественности и творческой, и культурной общественности, и поэтому вот эта выставка проходила на открытой площадке города. Выставка «Педагогический вернисаж. Пути творчества», она открылась в декабре 2018 и практически продлилась до февраля 2018 года. То есть очень много просматриваний, потому что в институте проходит очень много общественных и методических мероприятий, курсов повышения квалификации. И там, где, собственно, эта выставка представлена, проходят курсы. И материалы, то есть работы, творческие работы наших педагогов видят очень много зрителей. Поэтому вот, собственно, у меня есть предложение, чтобы школы, художественные школы, школы искусств, студии могли воспользоваться вот этой площадкой. И то есть мы предоставляем эту площадку в определенные сроки, то есть по особой договоренности можно себя позиционировать в Институте развития образований. Также прошла в рамках выставки «Педагогический вернисаж» прошла моя творческая персональная выставка «Метаморфозы». Это у меня юбилейная выставка, и, собственно, в рамках идеи галереи «Пейзажи Севера» была вот у меня тоже выставка пейзажей, которая вот проходила тоже в городе. Кроме этого, это, наверное, впервые, когда мы проводим концерты. То есть я знаю, что педагоги, преподаватели, музыканты, они используют любую площадку для своих выступлений, но традиционно в институте это выступление никогда не проводилось. В этом году мы провели 2 концерта. Это концерт «Новогодний серпантин» 25 декабря. Он был новогодним подарком для сотрудников и ветеранов педагогического труда. И концерт «Трио Сентиментал» – это детская музыкальная школа номер 2 города Ухты, которые к нам приехали на юбилейную конференцию и провели небольшой концерт и в институте, и на сцене, праздничной сцене в колледже, в гимназии искусств. Сейчас у нас проходят 2 выставки. В марте мы открыли
выставку «Ветер странствий» Екатерины Хоменко. Это преподаватель школы искусств города Сыктывкара. Это персональная выставка, она очень интересная, потому что Екатерина позиционирует как мастер работы с текстилем. И сама идея выставки очень интересна. И выставка у Екатерины, она продлится еще все лето. То есть ее можно еще посмотреть. Но в то же время как бы мы хотим, чтобы вы могли встретиться с автором. Мы вот 31 мая проводим некую презентацию школ. Вот то, что я вам хотела сказать. В рамках финисажа мы все-таки, так как выставка уже почти 2 месяца она работает, в рамках финисажа мы проводим презентацию школы искусств города Сыктывкара. Екатерина Васильевна нам ее проведет. И вторая выставка, которая идет в институте, это «Если в сердце всегда весна». Это выставка сборная, коллективная. Таким образом, очень дружно откликнулся коллектив преподавателей Эжвинской детской художественной школы. И они к 8 марта нашим женщинам сделали такой подарок, такой творческий подарок. Выставка тоже еще идет, ее можно посмотреть. И в рамках финисажа, собственно, можно будет встретиться с представителем детской школы искусств Юлией Тарасовной, которая тоже проведет презентацию школы. То есть это в рамках профориентационной работы школ дается площадка, и они ее активно используют, эту площадку. Это творческие материалы. В течение года я даже не считаю, сколько проходит консультаций. Это трудно вообще даже зафиксировать то количество консультаций, потому что она проходит в различных форматах. То есть консультация по телефону, консультация по интернету, консультация в социальной сети, консультация личная. То есть консультаций очень много. И поэтому я говорю о том, что они есть, они проходят. Консультации тематические, это по аттестационному портфолио преподавателей ДШИ. Учителя, к сожалению, не подходят ко мне с такими вопросами. Организация проведения, методическая поддержка мастер-классов, возможности и консультирование для участия в республиканских и всероссийских конференциях и конкурсах, экспертиза и лицензирование методических материалов у преподавателей. И очень активно в рамках РМО я провожу анонсы различных творческих и научных мероприятий, в которых можно принять участие на всероссийских и международных уровнях. Поэтому публикуются анонсы в сообществах как ВКонтакте, так и в группе в сообществе предметной области искусства. И мне очень хочется порадоваться, что мы в этом году приняли участие. Первое – это мероприятие образовательно-выставочного проекта «Родина», который организовал Донецкий национальный университет, город Донецк. И в этом проекте с республики приняло участие Эжвинская детская художественная школа, школа искусств и преподаватели этих мероприятий. И, собственно, этот каталог, он выставлен у нас в площадке методических материалов, можно посмотреть. То есть такая интересная форма, такой интересный формат. Я думаю, те, кто откликнулся на участие в этом проекте, они получили и сертификат международного участия, и, собственно, каталог, что активно демонстрирует уровень участия педагогов нашей республики. Второе – это Всероссийский изобразительный диктант. Это акция, которая прошла в феврале этого года, она новая акция. Организовал ее Международный союз педагогов-художников. Я должна сказать, что в рамках Всероссийского изобразительного диктанта приняло 4 площадки участия, и 166 работ мы получили для экспертизы. Когда я была на встрече с экспертами в Москве в марте,
и послушала отзывы других экспертов и других работ площадок, я поняла, что эта площадка была не самая малочисленная. То есть многие районы как раз и даже и меньшее количество площадок представляли, поэтому республика себя показала достаточно хорошо, и я очень рада, что его поддержали, этот проект, и наши школы поддержали. Но вот пока еще мало поддерживают нас общеобразовательные школы, хотя такие участия тоже было, у нас приняло 32 участника были с общеобразовательных школ. Я думаю, что для каждого учителя изобразительного искусства такой уровень участия был бы очень полезен. И вот последние международные выставки педагогов-художников «Весь мир на палитре». У нас приняло участие 6 человек, и тоже очень приятно, что у нас есть представители в рамках вот этой международной выставки. Она, в общем-то, является для участников Союза, и мы опять поднимаем вопрос вступить в этот международный союз как в региональное представительство. Один из вопросов, который я хочу обсудить, собственно, на площадке нашей конференции. Это консалтинг, и теперь, собственно, очень кратко второй вопрос. В этом году в апреле проходило обсуждение предметных результатов ФГОС по начальному основному образованию, основному общему образованию на краудсординговой платформе преобразования. Здесь в обсуждении могли принять участие любые участники, вы в том числе. То есть я уже не раз вам говорю о том, что онлайн обсуждение сейчас очень активно, в общем-то, позиционирует. И сама я лично просмотрела предметный результат ФГОС по изобразительному искусству для начальной и основной школы, и у меня была масса вопросов к разработчикам этого ФГОС и содержание, собственно, мои предложения я там написала, и мне бы очень хотелось, если бы не я одна принимала участие в обсуждении этих предложений. Я всегда позиционирую, то есть я всегда эту информацию выкладываю в сообществе как информационные анонсы. И я очень многим писала, говорила: коллеги, просто призывала, примите участие в этом обсуждении, потому что в дальнейшем вам придется с этими документами работать. Если в каждом документе масса грехов и терминологического характера, и методического характера, это может увидеть только специалист. Поэтому чем больше было бы высказано мнений по этим вопросам, тем бы, я не скажу, легко ли это разработчикам принимать такие рекомендации, но я думаю, что то, что мы принимаем участие в таком обсуждении, это очень важно. И даю здесь ссылки этой платформы преобразования. Там уже не одно обсуждение проходило. Я сама приняла участие в 3 проектах обсуждений. То есть для себя нужно вам взять во внимание эту платформу, время от времени узнавать, что происходит на уровне, всероссийском уровне, какие обсуждения проходят и насколько они могут повлиять на реальную обстановку сегодня в школе и в ваших организациях. Так как времени занимает очень много, очень кратенько я поясню по предложения по начальной школе. Я дала около 9 предложений, рекомендаций по разделам: свойства художественных материалов, уточнение формулировок, умения рисовать с натуры, уточнение знаний, умение принимать принципы перспективных построений, уточнение содержания, умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов, уточнение умений в модулях ДПИ, живопись, графика, цифровая графика, скульптура и восприятие произведений искусства. Что самое парадоксальное, что вот эти вопросы, когда я увидела ФГОС для начальной школы, по содержанию ФГОС представлял
вариант предметных результатов для 4 класса художественной школы. Представляете, насколько разработчики не видят разницу между общеобразовательной и художественной школой. То есть 4 класс, а то, что это художественные школы, и что уровень, соответственно, не должны, они отличаются. То есть вот это было очень явно видно, и мои предложения, я не знаю, насколько они поменяют систему ФГОС, предметных результатов, но я свои предложения высказала. И точно так же у меня была масса предложений по стандарту основной школы. Наверное, это займет очень много времени, но я их комментировать, скорее всего, не буду. Я просто в слайдах сделала те варианты обсуждения, которые я просто впечатывала в систему предложений. Вот, и вот оранжевым я выделяю, какие уточнения, собственно, я оказывала в рамках обсуждения. То есть вот какие уточнения и цели, содержание предмета я вносила. Это вот по основной школе. Если он ФГОС по основной школе, он более-менее соответствовал как бы содержанию предметов, но тем не менее все равно там были предложения, которые касались профессиональному обучению. А вы знаете, что в школе все-таки мы больше приобщаем к искусству, чем обучаем профессиональному умению. И какими-то элементами внеурочки мы можем ребенка приобщить к профессиональной, получению профессиональных предметных результатов. Но вот, к сожалению, разработчики опять же здесь подошли с позиции, что они не видят разницы между общеобразовательной и специальной школой. И вот то, что мы говорим, я рассматривала вопросы обсуждения на форуме, вот здесь очень четко стоит это позиционирование предмета, его роль предмета в основной образовательной программе школы. То, что администрация не считает эту предметную составляющую второстепенной, и это очень остро чувствовалось в разработке ФГОС, что предмет не главный, не формирующий гражданскую позицию, не формирующий мировоззренческую позицию. На самом деле роль предметов, предметной области искусства, они как раз воспитательного характера, и они сквозной линией проходят через практически все предметы, общеобразовательные предметы. Поэтому отношение к предмету в школах должно меняться кардинально, и это должно быть прописано как в основных общеобразовательных программах. Также это должно быть отражено в системе взаимодействия с дополнительными вообще развивающими программами и в соответствии в дальнейшем взаимодействии с профессиональными программами. То есть должна быть логическая связь, что ребенок получает в школе, и каким образом он его усиливает, дополняет в системе дополнительного образования, и как он в дальнейшем это реализует в системе профессионального образования. То есть это уровневая система, и мы должны об этом думать и об этом постоянно говорить. Иначе у нас нет логики. Общеобразовательное решает свои задачи, профессиональное свои задачи, а дополнительные свои задачи. Мы не можем найти точки соприкосновения, и это, к сожалению, очень остро работает практически по всем методическим вопросам. Поэтому вот это один из вопросов, который мы выносим на конференцию, на обсуждение конференции. Ну, опять же, обращая внимание к понятию вот этих модулей, рассматривала очень много определений, не соответствует профессиональному научному пониманию от разработчиков. И мне бы хотелось, чтобы все-таки ФГОС писали профессионалы в области изобразительного искусства, и которые все-таки и практики, и профессионалы в области теории, и практики в области школы. Потому что очень много несоответствий. Почему-то у нас в рамках основной общеобразовательной школы мы, оказывается, создаем изделия народно-прикладного творчества. Парадокс, но это невозможно. Это прерогатива профессиональной школы, но никак не общеобразовательной. А это прописывается в предметных результатах вот этого проекта.
Ну и то, что касается, опять же, несоответствия многих определений. Прямо написано, и художественный материал, и вид искусства соотносят. Не может быть, чтобы художественный материал соотносился с видом искусства. То есть художественный материал – это художественный материал, а вид искусства – это вид искусства. И вот очень много таких огрехов в модулях: рисунок, живопись, графика и так далее. Вот здесь по поводу алгоритма. Вот тот алгоритм, который, то есть то предложение, которое в предметных результатах прописано, опять же соотносится к профессиональной и специальной школе, но никак не к общеобразовательной школе. Поэтому хотелось бы, чтобы эта компонента рассматривалась с учетом возраста детей, которые занимаются в школе. Невозможно проводить композиционную работу на уроках в классе, невозможно научить сочинять музыку на уроках в школе, невозможно писать картины на уроках в школе. Мы только подводим, мы приобщаем детей только к этой деятельности. Более глубоко они это делают во внеурочной деятельности, либо при прохождении курсов дополнительного образования. Поэтому вот опять же здесь вопрос возникает, как это так в рамках предметного содержания ребенок должен это уметь делать. То есть это должно быть уточнено, то есть этот ФГОС должен быть уточнен и доделан, и доработан. Будем следить за этой информацией, как будет выходить в систему конкретного документа, и я думаю, что и вы должны тоже на это обратить внимание. Ну и еще один вопрос, это по поводу черчения. Дискуссия ведется, очень активная дискуссия по поводу черчения на портале «Инфоурок». Я думаю, что уже не один раз поднимался этот вопрос. Естественно, в рамках ФГОС я тоже высказала свое мнение, что этот предмет должен быть обязательным, и он должен иметь полную связь с дисциплинами изобразительного искусства и технологий, потому что эти два предмета без, в общем, грамотного умения видеть чертежи, работать с чертежами, понимание вот это идут, они в рамках предметных результатов, то есть мы их начинаем формировать на уроках математики, геометрии, продолжаем на уроках изобразительного искусства и завершаем, практически не завершаем, продолжаем на уроках черчения, реализуется в системе предметного содержания даже дизайн. То есть там много связей. Вот эта связь на сегодня утеряна. В школах не ведут, то есть не ведется черчение. И многие родители задают этот вопрос. Еще раз подчеркиваю, это от родителей зависит заявленный этот предмет. Он из программы не вычеркнут, в программе он имеется, просто в силу определенных управленческих решений этот предмет не вводится в систему школы. Это зависит от вас, будет ли этот предмет проводиться или нет. Опять же, я внесла свое предложение, а как вы на это посмотрите? То есть это предложение в обсуждение, я их вам показываю, что я это сделала, и вы можете со мной или соглашаться, или не соглашаться, но тем не менее эти предложения высказаны. И я их вам открыла. Третий вопрос – это вопрос об организации Всероссийской научно-практической конференции. Я уже сказала, что оргкомитет собрался, комитет большой, я постаралась к оргкомитету привлечь как можно больше участников. Связано с тем, что, возможно, понадобятся площадки для практической демонстрации опыта республики. А на одной площадке института это невозможно сделать, так как институт у нас небольшой, поэтому было привлечено такое количество соорганизаторов. Я думаю, что они сейчас проникаются с целью этой конференции. И цель, опять же, мы возвращаемся в вопрос обсуждения первого вопроса, где я подводила итог методического коворкинга, предложение, которое было высказано еще в октябре 2018 года, о выработке и объединении профессионального сообщества и выработке стратегии непрерывного художественного образования. Поэтому, значит, не обращайте внимание, это вопросы пока в проекте, они дорабатываются. Я думаю, что члены оргкомитета мне помогут еще
более точнее сформулировать цель этой конференции. Но это вот рабочее название, поэтому я пока позиционирую как рабочее название. И, собственно, значит, целью будет являться межведомственная выработка стратегии непрерывного развития художественного образования в контексте сохранения классических традиций обучения искусству и разработки новых направлений технологий обучения в рамках реализации национальных проектов образования и культура. То есть мы должны понять, что и культура, и мы в предметной области искусства решаем одни и те же задачи. Мы не должны быть по разные стороны. Мы должны быть вместе и каждый со своей стороны вносить соответствующий нужный вклад в реализацию этих национальных проектов образования и культуры. И задачи конференции. Ну вот одна из задач, она прозвучала у меня в отчете, это формирование единого образовательного пространства непрерывного художественного образования. Также в форуме прозвучало повышение уровня профессиональной компетентности и творческой активности педагогов. А третье – это развитие и укрепление профессиональных контактов и актуализация инновационных научно-педагогических творческих проектов педагогов и обучающихся в художественном образовании. Это наша специфичная конференция. Это наше видение проблем художественного образования. И мы должны проявить активность и, я думаю, хорошую профессиональную позицию для участия в данной конференции. Поэтому я о ней уже говорю, наверное, тоже не первый раз, но тем не менее еще раз мне хочется подчеркнуть о том, что эту конференцию готовить ее надо проводить и, собственно, решение внедрять в реальную практику преподавания художественных дисциплин. Ну вот направление здесь. По обсуждению у нас появилось, вот, как вы видите, таких 5 крупных направлений работы конференции. И я их, собственно, вот здесь пока представляю. Опять же, это только проектные вещи. Возможно, мы их чуть-чуть поправим. Но, тем не менее, они останутся по содержательному аспекту, они останутся такими, какие они здесь прописаны. Это первый вопрос, он такого теоретического характера. Это актуальные аспекты теории, истории, методологии, искусствознания для совершенствования образовательно-воспитательного процесса в художественном образовании. Второе – это вопросы подготовки профессиональных кадров в области искусства и художественного образования. Третье направление – эффективная реализация классических современных педагогических технологий, в основном дополнительном профессиональном художественном образовании по отраслям искусства. Четвертый вопрос – интеграция основного дополнительного профессионального образования в области искусства с целью создания единого учебно-воспитательного пространства. Образовательные и воспитательные возможности художественного образования – это, кстати, вопрос позиционирования предмета. И каждый раз я об этом говорю, о том, что искусство – это область формирования личности человека, и тем более нашего ученика. И это вопрос эстетического и патриотического и художественного воспитания, именно воспитания. Это целая отрасль, которой мы должны тоже заниматься. И поэтому мне бы хотелось, чтобы обсуждение в этом вопросе было в обязательном порядке. Ну и последнее направление, я сказала 5, получается 6. Опыт преемственности, последовательности, реализации этнокультурного содержания. Это тоже очень важная область содержания. Она напрямую и очень тесно связана с системой культуры, но она как раз и направлена на формирование патриотического воспитания у современных школьников. Поэтому, конечно, мы не можем игнорировать эту область, и мы обязательно ее должны с вами обсудить, эти направления. Но вот здесь я перечислила, кто входит, какие организации входят в организационный комитет конференции. Я не перечисляю членов оргкомитета, это, в общем-то, дело приказа. А какие организации, в общем, дали согласие принять участие в организации этой конференции, вот здесь перечислены. Видите, что это достаточно широкий диапазон образовательных организаций, и я надеюсь, что все вместе мы потянем такую сложную, но очень важную конференцию.
И для участия в конференции, опять же говорю, кто может принять участие здесь, это учителя предметной области искусства, общеобразовательных организаций. Я здесь четко все-таки проговорю, потому что, чтобы вы знали, что диапазон участников достаточно широкий, то есть педагоги дополнительного образования, преподаватели высших и средних профессиональных образовательных организаций, преподаватели детских школ искусств по видам искусств, нет ограничений, руководитель творческих объединений, студий, кружков, дизайнеры, художники. Я думаю, что можно расширить список, возможно, что и артисты, которые реализуют педагогические программы в этих, а у нас в основном и работают. У нас профессиональные балерины ведут кружки, студии хореографического характера, артисты театров ведут профессиональные программы, и я думаю, что если есть что-то сказать и артистам, и танцорам, пожалуйста, собственно, здесь площадка открыта для обсуждений. Обязательно надо привлечь привлекаемых сотрудников художественных галерей, музеев и искусствоведов, потому что вопросы методического, методологического и культурологического характера это в их ведомстве. Ну и обязательно это аспиранты, магистранты, студенты бакалавриатов и магистерских программ художественных направлений. То есть у них есть инновационные формы обучения, у них есть интересные темы дипломных работ, дипломных, курсовых проектов, с которыми они тоже могут, собственно, принять участие в рамках этой конференции. Вот что сложилось по поводу форматов, вот такой вариант, тоже проектный вариант, потому что объем информационный достаточно широкий, поэтому предложение в двух форматах – это виртуальный формат обсуждений и очное онлайн-участие. То есть основная часть конференции будет проходить в системе виртуального формата, и уже очная, она будет более, скажем так, концентрирована, и она будет ориентирована на именно практика, на обмен именно практического опыта, то есть чтобы мы могли увидеть как можно больше конкретного визуального, конкретного практического опыта в области художественного образования. Ну, собственно, все здесь написано, проект информационного письма дорабатывается, доводится до ума, и оно будет распространяться, но мне очень хочется, чтобы работа уже сегодня началась, и люди начали готовиться к этой конференции, так как все-таки художники редко пишут научные статьи, они больше пишут или реализуют творческие какие-то проекты. Я думаю, что как раз время полгода для того, чтобы один какой-то доклад или какой-то один опыт представить, я думаю, что подготовку можно начинать вот заранее. И, собственно, кто является такими контактными модераторами этой конференции, здесь вот перечислены. Это моя, в общем-то, кандидатура как инициатора и организатора этой конференции. Ольга Валентиновна Воровская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и специальной педагогики. Она согласилась сразу принять участие в этой конференции, потому что она понимает роль искусства в воспитательных процессах, и, собственно, она является мне очень большим помощником в организации этой конференции. И Побелецкая Вита Федоровна, она тоже реализует проекты в области этнокультурного образования. Думаю, я сказала, что эта область очень важная, да, то есть Вита Федоровна, она тоже у нас является модератором данные электронные адреса, с нами можно связываться, можно с нами обсуждать эти вопросы, консультироваться. Я думаю, что вам никто в этом не откажет. И теперь очень краткая информация по четвертому вопросу. Вот уже у нас идет четвертый вопрос. Думаю, здесь я много не буду говорить, но все-таки кое-какие итоги подведу. Что это за акция? Значит, Всероссийский изобразительный диктант – это этап
международного благотворительного конкурса «Каждый народ-художник», который поддержан фондом президентских грантов и организуется Международным союзом художников-педагогов, Всероссийским союзом художников-педагогов. В этом году в нем приняло участие более 13 тысяч юных художников и более 1600 педагогов-модераторов. То есть очень большой объем акция проходила. Очень интересно было наблюдать за прохождением вот этих диктантов, организации этих диктантов, потому что активно работала лента ВКонтакте, в социальной сети, где каждая из площадок она позиционировала в рамках участия этого всероссийского изобразительного диктанта. И мы решили, что мы не должны отходить от этой акции в этом году. Тоже я хочу поблагодарить тех модераторов площадок, которые активно включились в этот процесс. И у нас в республике 4 площадки. Это Воркута, это Усинск, это Сыктывкар и это Визинга, и которые, в общем-то, попытались вот эту акцию, собственно, провести. И я думаю, что она все равно была достаточно позитивной для нас. Но моя задача не столько проговорить эту акцию, вот, собственно, общий результат. Протокол я никому не демонстрировала, но он имеется, и вот сейчас я вам показываю выписку из протокола, где, собственно, основные информационные, кто входил в состав экспертов, где проводилось, в какое время проводилось. И вот результаты, что в республиканском этапе приняло 166 участников. Из 166 участников 2 работы, в общем-то, не были заявлены, не были присланы. То есть официально было 164 детские работы. По основной школе было 32 участника, здесь неправильно я говорю, 32 участника. И 132 участника – это специальная школа. Вот. И количество лауреатов республиканского этапа в общеобразовательной школе, это шло в процентном соотношении, вы не думайте, что эти цифры взяты не с потолка, то есть от количества участников 10% у нас были выбраны, поэтому получилось, что в общеобразовательной школе это 12, а в специальной школе 31 участник. По общеобразовательной школе победителей 3, работы которых мы отправили в Москву, лауреатов 2 степени 3 и лауреатов 3 степени 6. По специальной художественной школе 31 участник лауреаты, победителей 13, их работы были отправлены в Москву на экспертизу, то есть получается у нас ушло 16 работ на экспертизу в Москву, лауреатов 2 степени 8 и лауреатов 3 степени 10 человек. То есть вот такой результат. И я провела некий анализ работ. Вы знаете, что вот эти работы, они выполнялись, то есть ребенок должен был в течение 3 часов самостоятельно выполнить творческую работу, творческое задание. Информацию задания модераторы получали буквально за полчаса до начала самого мероприятия, и модераторы не могли помочь детям при выполнении, в общем-то, этого диктанта. То есть и мне как раз интересно стало провести некий анализ, то есть какие у нас самые, ну, скажем так, наработанные варианты в оценке детских работ. Там не помогали преподаватели, и поэтому мы можем здесь очень объективно увидеть картинку, в чем, в общем-то, у нас проколы, провалы, где не хватает знаний, где не хватает методической поддержки, где не хватает методик, знаний и методик у преподавателей, или, допустим, восприятие учащихся не такое. И вот эта таблица, она как раз сделана на основе экспертного листа по результатам анализа. И вот если вы посмотрите,
Два столбца представляют, это 32 участника у меня в основной школе, и специальная школа 132 участника. 5 критериев. Вот эти критерии взяты из рекомендаций Союза художников-педагогов. То есть по этим критериям оценка идет всех конкурсов, которые они организуют на своих площадках, всех, которые мы можем видеть. И понятно, что в изобразительном диктанте мы тоже воспользовались этими критериями. Что это за критерии? Значит, первый критерий – это соответствие сюжета теме, передачи и содержания в сюжете. То есть ребенок должен выбрать сюжет и уметь соотнести выбор сюжета с тем изображением, которое мы видим. Второй критерий – это композиция изображения, то есть это умение собрать элементы сюжетного содержания именно в композиционную структуру, то есть связать героев, соединить каким-то образом, использовать средства, правила, приемы композиции. Это второй критерий. Третий критерий – это цветовое решение, владение цветом, техническое владение цветом, понимание колорита и знание, как колорит поддерживает, то есть помогает реализовать, в общем-то, первый критерий в соответствии сюжета. Четвертый критерий – это техника исполнения работы, техничность владения конкретным художественным материалом. И последний критерий – выразительность, эмоциональность изображения, ну такая субъективность, авторская субъективность детской работы. И вот по результатам получилась вот такая картинка, что хуже всех все-таки дети справляются вот с последним критерием, и мы можем увидеть, что это самый худший, собственно, результат. Ну и здесь и можно понять, потому что авторская позиция у ребенка еще не сложилась, и она не может быть сложенной, поэтому как раз появление авторской позиции в выполнении работы, она определяется небольшим количеством. Вот, допустим, в основной школе это 1 человек, а в специальной школе это 20 человек. И, скорее всего, эти участники вошли в систему победителей по республиканскому этапу. Я не могу в данном случае учителям сказать о том, что да, вот вы тут не справляетесь, потому что это в самом деле умение передать авторское видение, это формируется в рамках наших с вами занятий. И ребенок не может в полной мере, собственно, этот критерий показать с максимальным количеством оценки. Поэтому просто возьмите во внимание, и если в рамках методики вы будете эти вопросы обсуждать и рассматривать, возможно, что эмоциональность и выразительная индивидуальность, я сказала бы, это даже индивидуальность работы, она может будет проявляться вот в детских работах. Самый, в общем-то, качественный критерий, который выполняли дети, это первый, соответствие, выбор сюжета и передачи содержания. Собственно, вот этот критерий, он принадлежит к общеобразовательной, то есть к общемировоззренческой позиции ваших учеников, к их воспитанию, их культурологическому, как бы, их имиджу личности. То есть это легко дается тем, если они читают книги, если они открыты миру, что у них есть активная жизненная позиция, они хорошо занимаются по литературе, они хорошо могут говорить, и они могут выбирать сюжет, они могут для себя проанализировать, обсудить для себя этот сюжет. Поэтому вот в данном случае я порадовалась, что много детей, которые, в общем-то, с этим критерием справляются. И мы, если посмотрим цифру 2 балла по основной школе получила ровно, почти половина участников, а в специальной школе, естественно, процент и намного выше, там почти 80 человек, то есть 79 участников, и из 132 это почти 60% дети справились, собственно, с этим критерием. И вот 3 основных критерия, на которые я обращаю внимание, это чисто профессиональные критерии, то есть то, чему мы обучаем на наших занятиях. Это композиция изображения, это цвет, колорит, и это техника исполнения, техника владения материалом. И вот здесь вот они вышли на позиции, скажем так, вот
цвет вышел на позицию выше, то есть учащиеся больше справляются с решением цветовым, похуже справляются с решением композиционным, и почему-то, как ни странно, но тяжелее пошел критерий техника исполнения и владения материалом, понимание материала, понимаете? Ну, какие можно выводы? Выводы будут субъективного характера, я не могу комментировать, почему так происходит. Скорее всего, мы им помогаем в рамках техничности при выполнении работ. Мы иногда можем подмахнуть работу, подойти и за ребенка что-то написать. А когда ребенок выходит на самостоятельную работу, он этим не овладел, и он, соответственно, демонстрирует вот то, что он этим не владеет. И вот эти 3 критерия, критерий 2, критерий 3, критерий 4, они в полной мере показали компетентность наших детей вот в этой области. Это очень интересно. Это не значит, что это плохо, это как раз нам говорит о том, то есть в какой области мы можем усилить методическую составляющую, и где мы можем более основательно поработать с детьми. Вот композиция изображения заняла 3-е место, колорит и, в общем-то, техника исполнения. Я думаю, что эта позиция очень для вас полезна, эта таблица будет очень для вас полезна. И вы можете с учетом этой таблицы поправить свои программные уроки, то есть можно как бы изменить ориентиры преподавания, как в общеобразовательной школе, то есть на какие-то темы усилить внимание, на какие-то темы, собственно, в последнее время в школе много говорят, но мало рисуют, к сожалению. Поэтому, может быть, и здесь вот в проигрыше основная школа. А в специальной школе можно в рамках программ, разработки программ, дополнительного образования, программ внеурочной деятельности, можно вот эти позиции усиливать. И это вот такая методическая рекомендация. И я не скажу, что мы плохо выглядим. Мы же оцениваем здесь работы детей, а дети не художники, и мы в полной мере не можем сказать, что он у нас супер какой художник. Поэтому это наши методические задачи, где и каким образом мы с детьми можем работать. Вот такая таблица, если будет вам интересно ее взять, вы можете ко мне обратиться. Я еще раз могу прокомментировать, собственно, оценки. Она очень объективна, потому что эти цифры просто в расчете из полученных данных, а мои субъективные мнения просто позволят вам взять и найти те направления методического усиления, даже для этого случая, может быть, и самого профессионального роста, может быть, вам и самим не хватает вот в рамках этих вопросов каких-то знаний и умений, раз дети не могут осваивать это. Поэтому вот тут вопрос и профессионального роста, и методической поддержки уроков в образовательной области. И, собственно, время подходит как раз к завершению нашего собрания. Я все основные вопросы осветила, кроме 5-го вопроса, в котором в разные вопросы мне хочется сказать о том, что я приглашаю коллективы специальных школ для, в общем-то, организации ваших выставок в Институте развития образования. Площадка имеется, и мне очень хочется, чтобы как можно шире увидели, педагогическая общественность увидела, насколько талантливые у нас педагоги. Должна вам отметить, что за 2 года существования выставок в институте, в общем-то, объем слушателей и участников различных программ, мероприятий, конкурсов института достаточно широкая, немного по-другому стали смотреть, собственно, на вашу деятельность, на вашу работу. И они видят, что вы не только преподаватели, но вы еще и художники. И это очень радует. И мне очень нравится, что я могу таким образом изменить отношение и статусность вашей профессии. И мы можем сказать о том, что мы творческие люди, и мы владеем тем знанием, которое, может быть, еще не всем доступно. Поэтому приглашаю как вопрос. И 2-й вопрос в разные. Я
Обращаюсь к руководителям муниципальных методических объединений и школьных методических объединений о том, что нужно активизировать работу по именно экспертному сопровождению методических материалов, которые я публикую на площадке. Таким образом, когда я вижу отзывы, отметки, оценки, ваши предложения, я знаю, на кого вы хотите, с кем взаимодействовать. Я знаю, с кем я могу предметно обсудить отдельные вопросы. На сегодня пока это мертвая зона, которая не активизирована. 2 года мы работаем с Натальей Александровной по этому случаю, и пока ситуация не поменялась в рамках комментирования тех материалов, которые мы публикуем. И мне очень хочется, чтобы эта деятельность у нас в следующем году, она начала, собственно, работать, и одной из поддержкой это будет конференция. Основные решения собрания – это принять к сведению информацию по итогам работы Республиканского методического объединения предметной области, не концепции, предметной области искусства. По второму вопросу принять к сведению материалы обсуждения ФГОС. Возможно, они вам окажутся полезными. Если у вас появится желание их прочитать, просмотреть, можно выйти на площадку преобразования и с ними познакомиться. Анонс Всероссийской конференции, я думаю, что если сегодня меня слушают организаторы, соорганизаторы конференции, я немного раскрыла сам пласт работы и, в общем-то, свои цели и задачи, и почему я, собственно, выхожу на эту конференцию, то я буду очень рада, если вы меня сегодня поймете, примете мою позицию. Я думаю, что по 4-му вопросу следует учесть результаты анализа экспертизы детских самостоятельных, подчеркиваю, самостоятельных детских работ, которая позволит нам изменить отношение к нашим программам, к нашим урокам и к нам самим, то есть где-то поднять свой уровень повышения квалификации, то есть в этих направлениях. И то, что я уже сказала, усилить работу ШМО и ММО в привлечении профессиональной общественности к экспертизе. И последняя позиция, то, что я озвучила. Приглашаю вас принимать участие в ваших персональных и коллективных выставках, организации коллективных выставок на площадке Института развития образования. Если вам нужны будут данные, то вот на последнем слайде это контакты. Они немножко поменялись. Обратите внимание, что телефон института 1 28 60 11, а добавочный моего кабинета 320 и организаторов всех республиканских методических объединений это Бизани Анна Александровна, у нее дополнительный 324. Еще я должна сказать, что, в общем-то, председательство в рамках РМО – это председательство сменное, то есть оно, в общем-то, должно быть пройти переизбрание председателя и сопредседателя в этом году. Если будут какие-то предложения по вот этим 2 кандидатурам, все принимается, выслушивается, потому что Наталья Александровна, она, конечно, большая молодец, потому что она во многом мне старается помочь, но в силу, собственно, своих профессиональных занятостей ей бывает обидно, что она не всегда, в общем, бывает задействована. Но, тем не менее, Наталья Александровна выполняет свой функционал. Я очень рада, что мы с ней за это время очень много сделали, и работа РМО как-то для нас стала личным позиционированием, но возможно, что кто-то захочет быть моим сопредседателем, и мне нужен именно сопредседатель по музыкальному направлению работы. Собственно, коллеги, все. Я завершаю наше собрание. Спасибо за внимание. Спасибо. Я жду ваши отзывы, отклики, комментарии. И я прощаюсь до следующего года. Сейчас начинается, собственно, пора экзаменов и летних отпусков. И мне очень хотелось бы, чтобы в рамках отпуска, когда вы наконец-то войдете в свое нормальное состояние, все-таки поймете, что
что-то можно сделать и за летний период для себя. Жду ваших предложений по плану работы на следующий год. Собственно, план-то он уже выстроен. Я просто его сегодня уже где-то в проблемном поле уже озвучила. Спасибо большое. Спасибо за внимание.